Начинать. Меня уже представили, меня зовут Александр Сарна, и я вместе с Павлом Барковским буду вести этот курс, рассчитанный, тут у нас такой традиционный формат, 8 занятий. Соответственно, мы его решили поделить просто пополам. Вот я первую половину планировал, он вторую, но тут уже получается, что я уезжаю через неделю, на следующей неделе, и в следующий понедельник буду просить, чтобы он меня заменил. Мы думали так уже не пересекаться, но вот так получается. Соответственно, я не могу прогнозировать, отвечать за то, что вам будет предлагать Павел Барковский, он не отвечает за то, что даю вам я, но совместными усилиями мы планируем создать такой синергетический эффект наложения на двух наших подходов, двух наших точек зрения, чтобы создать такое стереоскопическое, более объемное видение того, что является дискурсом, как это можно понимать, использовать и, по сути дела, применять вот такой дискурс-анализ в разных обстоятельствах, в разных ситуациях, применительно к разным текстам, случаям. Грубо говоря, дискурс на сегодняшний день трактуется так широко, что может применяться буквально везде. Поэтому мы постараемся его сузить до такого рабочего понятия, инструмента, который мог бы быть вам удобен для работы с разными текстами. И прежде всего для идентификации разных ситуаций, разных типов речи, разных типов высказываний, потому что дискурс всегда ориентирован на конкретную речевую практику, конкретную коммуникативную ситуацию. Вначале пару слов таких тоже организационных. Я планирую свои 4 занятия распределить так. Первое, сегодня у нас такая будет чисто концептуальная работа, я вас нагружу теорией по полной программе, это будет и общая теория дискурса, и конкретные методики дискурс-анализа, в частности критического дискурс-анализа, и дам немножко методологии по пошаговой такой стратегии анализа, дискурсивного анализа текстов. Соответственно, тексты я буду предлагать вам только теоретические, концептуальные, а эмпирический, материал, который вам нужно будет рассматривать как объект изучения, это вы уже сами найдете, сами подберете себе, что вам покажется интересным. А моя задача вооружить вас таким инструментарием, который можно было использовать. Соответственно, это будет несколько книг по анализу дискурса, и я их вышлю Галине Вячеславовне, она, соответственно, вам перешлет. И сегодня дам уже такое задание, которое вы смело можете уже начать выполнять, будете хоть завтра. Соответственно, к концу курса от вас потребуется, по моей части, потребуется ответить на ряд вопросов. То есть эта программа исследования, она звучит как ряд вопросов, 9 вопросов по анализу дискурса, и ваши ответы вы можете прислать тут на Moodle, наверное, скорее всего уже будет. Я все-таки надеюсь, что мы вернемся к этой дистанционной платформе образовательной. Вернемся обязательно. Это будет. Это только пока. Тогда у нас будет немножко другой уже формат, и он более полноценный, наверное, все-таки там больше возможностей, чем личная переписка. Так, что еще? Через неделю у вас будет Павел Барковский, он тоже даст какое-то свое видение этой темы. А я тогда сегодня начну с общего обзора концепций, посвященных анализу дискурса, но начнем, конечно, с понятия, самого понятия дискурса. И тут можно сразу отметить такую общую проблему, не просто что есть дискурс, что обозначается этим словом, но даже как его называть правильно.
уже по этому поводу идут споры. То есть некоторые говорят дискурс, некоторые говорят дискурс. Соответственно, там, либо дискурсивный анализ, либо дискурсный анализ. Вот такие разночтения странные несколько. Но я думаю, это вас не должно смущать, потому что, в принципе, дискурс — это такая иноязычная калька латинизированная, да, с иностранных языков, с европейских, и просто вот как бы скалькировали, да, особо не затрудняясь изменением контекста. А дискурс, мне кажется, более удобным, ну, потому что вот дискурсивный, не знаю, мне кажется, более корректным, чем дискурсный, скажем. Поэтому я лично вот такой вариант предпочитаю, как дискурс. И, соответственно, есть разные подходы. Вот это только начало, как произносить, как же его понимать, как его трактовать, что это значит. Тоже масса самых разных вариантов. Это, в общем-то, лингвистическая категория. Она имеет отношение, прямое отношение к исследованиям языка, языковых практик. Хотя и в философии тоже используется, там, Рене Декарт, да, это же суждение дискурсивное, да, и в философии тоже дискурсивностью понимается любое рациональное рассуждение, построение, логически обоснованное построение речи. То есть, по сути дела, лингвистика, философия, там, семиотика, вот они работают в одном таком проблемном поле с одними и теми же понятиями, но действительно могут придавать им немножко разный смысл в зависимости от ситуации, от конкретных случаев. И я бы не стал даже пересказывать, сколько можно различных вариантов там предлагать. Скажем, Патрик Серио, такой известный специалист по дискурс-анализу, он дает 8 рабочих определений дискурса, но можно дать и 28, я думаю, потому что концентрация, фокусировка исследователя на предмете анализа, она и настраивает его на понимание дискурса, понимание материала в качестве дискурса. И это может быть все что угодно, начиная там с микроуровня, там, отдельное слово, отдельное предложение, потом все дальше и дальше это текст может быть, это может быть совокупность текстов, это может быть надтекстовые какие-то или там сверхфразовые единства в речи, и понеслось, в общем. То есть по мере перехода от микроуровня на макроуровень мы обнаруживаем эту дискурсивность буквально во всем. И исследователь может выбрать то, что ему удобнее. Если он сосредоточен на каком-то локальном микрособытии, отдельном высказывании, то он может заниматься вот препарированием этого высказывания в зависимости от контекста. Если исследователь хочет воссоздать всю историю там, всех возможных высказываний на данную тему, то у него будет другая задача, и он уже видит дискурс там, как всю возможную совокупность высказываний и текстов, произведенных там, Бог знает за какой период времени. Вот, то есть и то, и другое будет дискурс. Да, вот. Здесь, в общем-то, каждый трактует это по-своему, и действительно, начиная от отдельно взятой фразы конкретного речевого акта до всей совокупности там, произведений художественной литературы, скажем, вот это все есть дискурсивные практики. Да? Просто они представлены на разных уровнях, в разных масштабах, вот, в разных срезах. И исследователь просто выбирает, вот, что ему удобнее, как он подходит к анализу конкретного материала. Ограничивает себя либо конкретным высказыванием, либо реконструирует всю традицию, в которой это высказывание прозвучало. Ну, нам же надо определиться с вами, да? Не можем все охватить. Вот, поэтому я, раз уж мы находимся в стенах Летучего университета, а тут особо чтят такой деятельностный подход, то я бы предложил
деятельностную такую трактовку дискурса и в качестве рабочего определения для нас, вот для моих части курса, не знаю, может Павел вам даст что-то другое, я бы такое предложил определение, даже вот себе записал в блокнотик, да, вот, блокнотик, кстати, да, непростой, а из летучего университета, да, так что все надежно зафиксировано. Значит, такое определение. Дискурс – форма организации речевой практики по определенным нормам и правилам в связи с конкретным видом деятельности. То есть привязка идет от речевой деятельности, от языковой деятельности к той сфере, можно сказать, эмпирической, да, которая связана с какой-то социальной практикой, да, социальной сферой, где реализуются определенные нормы, определенные правила, нормативы, да, которым нужно следовать. И помещая себя в рамки, заданные этими нормативами, мы ограничены в том числе и языковыми возможностями, да, речевыми инструментами. То есть, если мы, скажем, занимаемся, ну, если я шеф-повар, там, да, вот, а вы там, посетители моего ресторана, ах, да, какие сладкие мечты, вот, то вы будете вынуждены, да, помещенные в эту ситуацию, вы будете вынуждены там, считаться с моими, да, вот, какими-то предпочтениями, как там я подбираю меню, как представляю вам весь возможный репертуар, да, набор этих блюд. И это и есть вот ситуация нормированная. Да, она нормирует вот определенную эту деятельность, в данном случае кулинарную, гастрономическую сферу, заставляет всех нас, как участников этой деятельности, заставляет нас считаться вот с этими правилами, нормами. И в том числе подбирать какие-то слова, да, какие-то выражения, чтобы описывать эту ситуацию и себя в ней. В том числе вот в выборе блюд из меню. Тут уже могут быть нюансы, там, да, картофель там, красный, да, или картошечка там, по-домашнему, да, разные вариации, могут быть представления блюда одного и того же объекта. И это показывает саму возможность нюансировки, да, вот, инструментального оформления в речи объекта. И, кстати, можно сразу обозначить, вот, помимо дискурса, объекта для нас как бы нет. Да, вот такой радикальный тезис. Потому что объект мы воспринимаем, осознаем и вырабатываем к нему свое отношение только посредством дискурса. Да. Вот. Дискурс помогает нам его описать, обозначить. Вот картошечка, да, а не потейто, допустим. Вот. Картошка по-домашнему, там, да, картошка в фритюре, там, картофель фри. Зачем я об этом говорю? Это какой-то голодный бред. Я извиняюсь, что навожу вас на такие соблазнительные темы, конечно, но просто запало мне, да, и как пример я почему-то зациклился на еде. Вот. Это пример гастрономического дискурса, да, гастрономической речи, вот такого особого языка в кавычках, который обусловлен спецификой данной деятельности. И вот какую бы мы сферу деятельности ни взяли, там будет примерно та же ситуация. Да. Есть специфика деятельности, для нее вырабатываются особые инструменты, в том числе языковые. И вот вся совокупность этих инструментов, она образует дискурсивное поле для этой сферы деятельности. Тут тогда возникает такой вопрос, а какие сферы деятельности для нас будут приоритетными? Да? Какие вот нужно рассматривать в первую очередь? Я бы предложил ограничиться 10. Вот, круглое число все-таки. Вот 10 выделить, скажем, ключевых таких сфер, областей деятельности. Но это не прихоть, а такая обусловленность, привязка скорее к возможностям, да, которые открываются нам в этих сферах.
а именно не просто подобрать, выработать там какой-то особый свой жаргон, какой-то свой речевой инструментарий, а использовать его для формирования определенной картины мира, не боюсь этого слова, определенного образа реальности, который связан, естественно, вот с этой спецификой этой деятельности и позволяет нам описывать, в общем-то, не только ее, но и весь окружающий мир и самих себя вот через эту терминологию, да, специализированную терминологию в рамках вот этого сегмента реальности, этой сферы деятельности. Ну вот наука, например. Да. Наука сегодня считается самым таким приоритетным, авторитетным, самым заслуживающим доверия таким вот, да, источником знания, да, инструментом преобразования природы, улучшения нашей жизни и прочее, прочее. Наука, пожалуй, единственная, да, вот, единственная сфера деятельности, которая претендует на полное, там, исчерпывающее описание реальности, объяснение там, на уровне законов, и в том числе вооружение нас какими-то инструментами, в том числе знаниями, которые бы помогли успешно, эффективно работать с этой реальностью, опираясь на модель, естественно. Модель, предложенную в науке, в разных науках. И вот смотрите, тогда получается одно дело, что мы вычленяем науку и научное знание как таковое, и можем противопоставить его, скажем, религии, с одной стороны, а с другой стороны, ничего, что-нибудь близкое такое похоже, например, философия. Да? Вот я, кстати, вот в БГУ преподаю, и там философия преподносится как одна из наук. Но сами философы предпочитают разграничивать вот это дело и говорят, ну, как бы да, вроде и научная дисциплина, но, вернее, это учебная дисциплина, которая читается в университете, вы получаете там квалификацию соответствующую, а можно и защитить там, научную, да, степень получить, защитив диссертацию. То есть вроде бы как бы наука, но не совсем. Да, это просто определенный тип рационального знания, который позволяет нам рефлексивно там, относиться к действительности, к самим себе, так же, как и в науке, конечно. Но в то же время сохраняет такие авторские, персональные, личностные вот свойства, черты, которые присущи вот каждому философу, как автору какой-то своей собственной системы философской. И если мы начнем сравнивать вот эти авторские системы, авторские подходы, то они могут просто вот входить в клинч, да, и сталкиваться друг с другом, там ничего общего не будет у них. Хотя они могут обсуждать одни и те же проблемы вот, на одном и том же языке, и просто это будет какое-то столкновение, борьба, конфликт интерпретации, как сказал бы Поль Рикер. Все потому, что философия не столь жестко загнана вот в эти нормы в рамки да, деятельности, как наука, там, точные, особенно науки, да, или естественные. В гуманитарных вот, немножко полегче, более такие расплывчатые нормы. Вот. И вот если сравнивать вот так вот, да, как отдельные сферы деятельности, с одной стороны там, наука и философия, а с другой стороны наука и религия, вот, то это одна картина будет. Да. Вот с религией, кстати, можно сравнить, и получится, наука это рациональное знание, а религия нечто там сверхрациональное или нерациональное. Да. Хотя есть тоже концепции научной веры, то есть ученые якобы следуют своей интуиции, да, первоначальному какому-то импульсу или да, там, откровению, да, некий инсайт есть, и только потом все это оформляется рационально уже, даже в математике. Но, в общем-то, логика все-таки, да, надо учитывать, что логика на первом месте в науке. Вот, и даже если у нас есть какое-то прозрение интуитивное, мы вынуждены да, подгонять его, чтобы оно соответствовало логическим требованиям, да, вписывалось в уже сформированную традицию.
Вот, в религии откровение – это нечто самоценное. Это то, что вообще не требует обоснования, хотя тоже может там вписываться или выпадать из традиции предшествующей, конфликтовать с ней, вот как там протестантизм конфликтовал с предшествующими христианскими вот этими формами вероучения. Но в науке, конечно, это по-другому разворачивается. Хотя вот на ранней стадии, да, в ранний период истории, когда вот схоластика там в средние века в Европе еще не вычленилась, да, вот, богословских учений и не противопоставила себя научному знанию математики, скажем, то все было нормально. Считалось, что логика есть, да, рассуждений, и можно логически обосновать там существование Бога. Вывести такое доказательство бытия Бога. Вообще в средние века церковь как раз и была сосредоточением науки. Вообще другой науки не существовало. Да, да. Нет, ну еще в античности, скажем, там Пифагор же был. И математические открытия совершал. Они же картину мира просто. Другим. Вот, так что про Пифагора надо помнить, что Науку математика противопоставим науке? Кого? Математик? Следует, да, вывод. Нет, ну причем здесь математика. Религию противопоставляем. Религию мы противопоставляем, Тогда а не философию немножко присовокупляем. Вот, они как бы в одной паре с наукой, вот, связки. Ну, мы как бы верим. Но это да, это внешний как бы взгляд, вот, когда мы целые сферы деятельности сравниваем между собой. А если углубиться в саму науку, то тут ситуация еще страньше, да, еще чудесатее выглядит, потому что разные научные дисциплины и разные сферы научного знания оформляются тоже по-разному в соответствии со своими правилами. Я вот уже говорил о различии там, естественных и точных наук, гуманитарных и там, социальных наук. То есть это уже свои автономные сферы. Да? И естественник там может не понять гуманитария, а там, физик-ядерщик просто не найдет тему для разговора, не знаю, там, с антропологом каким-нибудь, не знаю. Хотя сейчас говорят о большом каком-то синтезе идеи такого глобального объединения наук точных там и всех прочих, но пока все это, да, разговоры такие общие, абстрактные. Специализация, характерная для науки, научной деятельности и научного знания, приводит нас к тому, что в каждой отрасли науки вырабатывается свой язык. Мы можем сказать дискурс как раз. Вот, и тут, тут я сделаю шаг немножко в сторону. Нельзя все-таки отождествлять язык и дискурс, потому что понятие языка шире по объему. Да? Дискурс может быть частью языка, но язык не может быть частью дискурса. Вот. Точно так же, как и речь. Да? Речь строится на основе языка, значит язык более важен, более фундаментален, что ли. Изначально он дает некий набор знаков, символов, из которых потом уже речевая практика и строится. Вот, соответственно, речевая практика это и есть уже формирование дискурсов разных, да, в том числе научных. Вот, и в самой науке эти дискурсы выстраиваются по разным основаниям, на разных принципах. Вот, в естествознании свои правила, в точных науках свои и так далее. И, скажем, химические формулы мы не можем перепутать, не должны перепутать там, не знаю, с нотной грамотой какой-то. Вот. С языком, с правилами оформления технических чертежей. Вот. Это как бы свои знаковые системы, которые достаточно автономны, самодостаточны, и смешивать их не рекомендуется, по крайней мере. Да, так вот, еще немножко об определении дискурса. Я уже вот завел речь о сравнении с речью, с языком. Еще можно сравнить понятие дискурса с понятием стиля. Вот, потому что и там, да, вот, мы чувствуем эти понятия, работают с формой, в которую облекаются наши слова, вернее, наши мысли, да,
высказываться в слова. И вот эта формальная организация речи, ну, можно сказать, вот, да, это определенный стиль высказывания, и есть там целые категории различных функциональных стилей. Разговорный стиль, там, да, обиходный, деловой, письменно-книжный, то есть есть целая классификация в риторике принятая, и все нормально, казалось бы. Вот есть уже устоявшийся инструмент, все хорошо, зачем еще нужен какой-то дискурс? Что с ним делать? Не приумножаем ли мы сущности без необходимости? А вот нет, оказывается, что понятие дискурса лингвистам очень даже помогло, потому что вот стиль мы можем применить еще и к другим сферам. Да? Не только стиль высказывания, но и стиль, ну чего, о чем мы можем сказать. Архитектура. Стиль архитектуры, например, да. Стиль одежды, там, да, вот человек одевается в определенном стиле. Стиль поведения, там, да, это же напрямую к речи вроде бы не относится. Соответственно, лингвист бы сказал, ну вот, понятие стиля используется очень широко в разных ситуациях, и давайте его сузим и конкретизируем. Нужно понятие дискурса. Да. Вот. В то же время дискурс нельзя сводить к языку, вот. Но можно сравнивать еще там с каким-нибудь с жанром, например, да, или фрейм, вот там, схема, сценарий, вот, код. Да, есть много таких аналогичных понятий, используемых и в лингвистике, и в семиотике. И в принципе они вот так вот достаточно близки к дискурсу, но не совсем. Да. Получается, это все относится к речевой практике. Ну, конечно. Это разновидность как дискурс, так и это разновидность речевой практики. Это способ описания речевой практики, разных форм, да, речевой практики, потому что нет одного общего дискурса, так же как нет одного вот универсального языка. Это абстракция. Да? Вот. А есть много разных там, национальных языков, вот, они описаны в словарях, и вот, языка как такового не существует, а есть языковая там, среда, есть языковые вариации. Вот. То же самое с дискурсом. Нет дискурса как такового, это абстрактное понятие, но есть разные речевые практики, есть разные дискурсы. Да, и давайте, вот раз уж я об этих сферах деятельности заговорил, одну на сферу уже выделили, наука. Какие еще? Ну я уже сам вас навел на сравнение, да, философия и религия. Вот. Нет, зачем же к религии? К религии можно немножко так, закрыв глаза, зажмурившись, миф-то приписать, потому что, в общем-то, различия есть, но они не существенны. А искусство, ну, вера в всесоответственность. Я понял. Да. Полный от винтона. А искусство, да, давайте искусство обозначим. Что еще можно предложить на ваш вкус? Это области, которые не являются научными? Ну, конечно. Летучий университет. Иди попей чайку. Летучий университет является представителем образовательной деятельности, которая опирается и вытекает из науки, поэтому тоже можно сюда плюс образование. Так, что-нибудь еще, какой-нибудь специфический деятельности, который бы создавал свой образ реальности. Здесь все виды, игровые виды спорта, все игровые виды спорта являются ненаучными. Сфера деятельности. Медиа. Хорошо, но немножко его отложим в сторону, потом он нам пригодится. Медиадискурс, почему я объясню. Пока еще какие-нибудь варианты есть. Это у нас 4, еще можно случаев 5 найти. Психология. Психология к науке относится. Нету на вас Мацкевича, который говорит, что психология это не наука. Ну, у него с психологией такие же счеты, как у меня. А чем спорт не устроен? Так, сколько я тут уже нарисовал.
спорт, туризм, сфера деятельности, не относящихся к науке, вагон тележка. Право, например. Да? Юриспруденция. Тоже выработка норм, правил, да, которым мы следуем в своей жизни. И вот близкая сфера, которая тоже вырабатывает нормы для нас всех. Но уже не такие формальные, не такие строгие, как законы. А что еще? Мораль. Мораль, да. Причем в качестве этики она бы фигурировала здесь. А почему мораль от религии оторвали? Ну, потому что мораль носит секулярный характер. Да, ее можно отрывать и не связывать с божественным качеством. А литература не подойдет? Литература все-таки в искусство, да, ближе к искусству. Потому что это все виды художественных практик, вот, художественного опыта. Там, туда и поэзия, и искусство. И, кстати, вот тоже как в науке разные, да, виды дискурсов там проявляются в разных дисциплинах, так и в искусстве, соответственно, тоже. В литературе свое, в поэзии там свое, в скульптуре, в живописи да, свои правила действуют, то есть это уже разные дискурсивные формы. Так, еще какие идеи будут? Пока у нас маловато, нехватка. А воспитание? Воспитание к образованию. Как насчет политики? Тут говорили. Политика. А если образование интуитивное? Это как? Ну, сейчас как-то выделяют такую сферу, как интуитивное образование. Самообразование. Интуитивно где-то чего-то находим и образуемся. А медицина куда будет? Ну, тоже к науке скорее. Да, Военное дело, военное дело. Тоже на научных рельсах. Тоже на научных рельсах. Ну, и это все-таки такая прикладная сфера, которая, в общем-то, не пытается описывать реальность, а берет вот из науки конкретное знание и применяет. Да, вот. Ей не нужно какое-то свое видение мира, да, чтобы описывать. Оно берет как и образование, как и медицина. Природа. Так. Экономика. В моем умном блокноте написано Экономика уже не наука, да? экономика. Как сфера деятельности, а не смело знать. Так а что мы сейчас делаем тогда? Мы вырабатываем общее поле, где различные сферы деятельности могут быть описаны как дискурсивные практики. А что насчет культуры? Культура вот это все. Культура это общее объединяющее пространство, которое можно бы было, скажем, и идеологией обозначить на самом деле. А можно идеологию отдельно описать. И тогда получится вот это советский вариант, потому что советская, да, коммунистическая идеология, там, марксистско-ленинское учение, оно охватывало вообще все сферы, да, тотальный такой вариант был. А наш вариант, вот он где-то скромненький такой, вот, охватывает сферу госуправления, пытается влиять на политику, там, да, экономику, но как-то не очень убедительно вот, пока вот. Поэтому наряду с другими вот, областями мы ее можем видеть. Мораль, сфера деятельности. Так, и десятый, да, десятый центральный такой вот тип дискурса, который, в общем-то, может обо всем этом рассказывать, пересказывать и транслировать в общество, это и будет медиа. Потому что возьмем ту же прессу, и там мы видим самые разные жанры, и научно-образовательные, и какие-то заметки о религии, и консультации юристов, очень много астрологов, скажем, да? Есть астрологические прогнозы, политические какие-то тоже, вести с полей, и все. Там это все может быть представлено, поэтому СМИ это гибридный дискурс. Гибридный такой дискурс.
который включает в себя все прочие. Собственного у него как бы нет, да, он тоже может опираться на научные какие-то разработки, может заимствовать из всех. В этом плане он, как и философия, как искусство, да, близок к такой авторской позиции, видение автора, самого журналиста. Да. Вот он пересказывает, он пошел, куда он пошел? Пошел в мастерскую художника, взял у него интервью и рассказал об этом в своей газете, своими словами. Что получилось, то получилось. То есть журналист, как бы особо не вникая, у него нет такой задачи стать профессионалом во всех сферах, но он может, опираясь на экспертное мнение из каждой сферы, он может представить читателям более-менее компетентное такое суждение. Так где здесь дискурс? А он везде. Вот гибридный дискурс, здесь специализированные виды дискурса. Да, философский, научный, религиозный. Каждый может дробиться тоже там в соответствии внутренним, как я говорил, в искусстве свои, еще там жанры и поджанры, в науке свои дисциплины. Вот. Даже религии разные есть, не только мировые, но и менее значимые. И каждая вот эта отдельно взятая практика создает свой набор языковых инструментов, да, используя их для описания разных ситуаций, для описания своей деятельности, создает свой тип дискурса. Вот. Ну это понятно, да, в общем, сейчас можем идти дальше. Вот под эту картинку можно на самом деле найти много разных концепций, даже не использующих понятие дискурса, а какие-то другие термины, скажем, у Людвига Витгенштейна, австрийского философа, было понятие языковая игра. Вот, в принципе, дискурс можно назвать, да, вот такой языковой игрой, особенно вот в витгенштейновском смысле, потому что он классифицировал языковые игры по семейному сходству, да, семейному родству, описывая, например, ну, там, разные жанры телепрограмм, там, разные виды настольных игр, разные виды, я не знаю, тех же там, меню в ресторанах. Да, это вот разные как бы семейства, языковые такие семейства. И мы понимаем, что игра в го, скажем, да, игра в шахматы, это разные игры. Но в то же время мы понимаем, что их что-то объединяет, да, что-то общее. То, что они относятся к одному семейству, да, вот, к одному роду настольных игр. Сколько угодно может быть этих языковых игр. Здесь я вот хотя бы ограничил, да, это количество возможностей. А у Витгенштейна нет, он там все подряд описывал, как китайскую энциклопедию. Вот, у него там бесконечный список этих языковых игр, примеров. Там. Причем некоторые там приводят даже не связанные с речью, с артикуляцией, там, с высказываниями посредством языка. Но косвенно, не знаю, что там можно вспомнить, такого прослушивания музыки. Да, вот. Музыка может не использовать никакой язык, но в то же время есть определенные правила, да, вот, ноты. Есть эта система обозначений, как правильно там, да, вот, выполнять вот, требуемые действия и сочинять музыку, да, можно в соответствии с этими изначальными правилами. То есть есть сам набор правил, а значит уже мы можем это выделять как отдельный дискурс самостоятельно. Вот в таком виде можно еще провести параллель там, с концепциями жизненных миров. Если мы говорим, что вот для каждой этой сферы деятельности характерна своя какая-то картина мира, то это определенный жизненный мир. Понятие жизненного мира было предложено Эдмундом Гуссерлем.
философом из Германии, а вот развито и адаптировано уже, что ли, к социологическим нуждам Альфредом Шульцем. Альфред Шульц предложил понимать не какой-то универсальный жизненный мир, который объединял там, да, как идеология здесь вот пытается все охватить. А Шульц говорил, что жизненные миры стоят за каждым, там, не то что даже сообществом, но за каждым из нас, когда мы попадаем в вот эти отдельные сферы, начинаем в них действовать, как-то определяться, проникаемся их правилами и верим, что вот эта картина мира действительно там соответствует реальности. Вот. И этот жизненный мир оказывается для нас вполне подходящим, чтобы как-то себя проявить, чтобы реализовать там свои замыслы. Вот. Важно лишь соответствие вот правилам, да, правилам этой сферы, этого жизненного мира. Но самих этих жизненных миров, как вы понимаете, может быть сколько угодно. Да? И невозможно там выделить какой-то более приоритетный, менее приоритетный, они все значимы. Нет, с точки зрения власти, да, конечно, которая выстраивает иерархию и свою систему управления, для нее важно расставить приоритеты, да, она будет эту вертикаль выстраивать. Но особенность такого феноменологического, да, шульцевского взгляда на социальную жизнь как раз в том, что есть разные вот области конечных значений, и их может быть сколько угодно, вот этих областей. Внутри себя они ограничены вот этим определенным набором норм и правил, но само их количество может быть там безграничным. Да? Это такие вот автономные миры, монады по Лейбницу или там семиосферы по Лотману. Они могут пересекаться, взаимодействовать друг с другом, да, конфликтовать, там, конкурировать, противоборствовать или сотрудничать. Вот. Это не важно, главное, чтобы сохранялась вот их автономия. То есть вот, получается, что концепция жизненных миров и языковых игр, они в принципе вот, через понятие дискурса могут быть как-то вот, даже взаимосогласуемы, да, вот, сопоставимы. Мне во всяком случае кажется, что вот, можно их использовать в данном случае. То же самое относительно дискурсивных формаций у Мишеля Фуко. По сути, это вот можно описать как набор ключевых дискурсивных формаций. Различные семантические миры, там, социальные практики, речевые действия, то есть в разных концепциях, разных авторов есть вот что-то похожее, потому что все интуитивно или более-менее там рационально пытаются перейти к неким основополагающим, да, вот, основам, да, социальной жизни, различных форм деятельности. Ну, собственно, само понятие деятельности, да, это подразумевает уже, да, поиск такого основания. И для нас важна именно привязка все-таки к речевой деятельности, языковой деятельности. Вот, потому что дискурс, как я говорил, это именно в той или иной степени лингвистическая категория. И тут важно еще что обозначить. Вот есть лингвистика, если мы из науки исходим, но даже не буду новое начинать, здесь напишу. Лингвисты как раз придумали это понятие дискурса. И, казалось бы, оно так и останется таким узкоспециализированным, привязанным к языку, к исследованиям языка. Но, с одной стороны, социологи повлияли, а с другой стороны, вот даже можно сюда, наверное, вывести, гибрид такой появился, социолингвистика появилась. Социолингвистика.
То есть у лингвистов главный язык, у социологов там, общество, общественная жизнь. Социолингвистика пытается связать эти два направления, выясняя, как язык связан с социальной жизнью, с социальной активностью, как он обусловлен социально, как выстраивается взаимосвязь языковой практики и социальной практики, как интерпретировать тот или иной текст, то или иное высказывание в конкретных социальных условиях, социальной ситуации. Вот, то есть лингвисты как бы работают с дискурсом автономно, изолированно, он где-то там сам по себе, вот, он в языковой сфере. Для социологов язык важен только как инструмент социального взаимодействия. Тогда получается, что понятие дискурса важнее всего и наиболее, наверное, эффективно используют именно социолингвисты. Вот, то есть это такая социолингвистическая категория, которая позволяет установить связь между языком и обществом. Но и здесь возникают свои нюансы, конечно, потому что тут я уже вынужден перевернуть страничку, чтобы показать разные возможности понимания дискурса, даже с позиции социолингвистики. Значит, можно первый такой подход обозначить как текстовый или текстуальный подход. Когда категория текста выходит на первый план и становится приоритетной даже в отношении к языку. Язык — это просто исходные данные, из которых мы выстраиваем уже конкретное высказывание, создаем конкретный текст. И вот сторонники такого подхода, они считают, что, в общем-то, ну вот все было сказано, все, что нужно было сказано, этим можно вполне ограничиться. И давайте препарировать вот то, что у нас есть, да, то, что зафиксировано, скажем, там, в текстах СМИ, в стенограммах там, каких-нибудь заседаний, да, ну, вот, не знаю. Все, что можно вот зафиксировать в речи, это и есть наш объект исследования, наш предмет анализа. Не нужно там углубляться в психологические какие-то нюансы, мотивацию автора, да, текста. Не нужно биографию там, его реконструировать, не нужно историю там, задействовать. Вот, все это может быть важно и полезно, но оно настолько отвлекает. Отвлекает от самого текста. А текст — это вот то, что у нас есть, то, что можно действительно вот ухватить, зафиксировать и четко вот с ним работать. Формалисты русские, вот типичный пример, да, вот было такое направление ОПОЯС, да, общество изучения поэтического языка в 20-30-е годы прошлого века в России. И апоязовцы вот провозглашали торжество формального такого подхода, показывая его преимущества в отношениях с психологизмом, там, да, эстетизмом, вот, историцизмом и прочим, потому что все это привносится как бы со стороны и замутняет вот, нашу чистую работу с материалом, с самим текстом. Даже сама фигура автора становится излишней. У нас есть текст. Вы только что похоронили Мавр. Серебряного века. Да, Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. Это Автор жестоко. уже умер. Это жестоко. Это не он. Вот, хотя смерть Это автора стиль провозгласили сексуального уже там подхода. структуралисты, постструктуралисты, но уже формалисты, вот русские формалисты задумывались, как бы автора побыстрее, значит, да, удалить из текста, потому что текст — это вот некая автономная величина, он живет своей жизнью. Вот, все остальное, да, это вот привносится либо интерпретатором, либо автором, но и то, и другое не нужно, это лишнее.
То есть любые попытки психологов залезть в лингвистику воспринимать нужно как нечто вражеское по отношению к дискурсу. Ну, конечно. Например, та же нейролингвистика. Потому что они будут свой дискурс привносить, они будут запутывать нам правила игры. А вот те, кто не соглашался с таким подходом, он достаточно радикален, да, он все концы обрубает, ограничивая наши возможности. Те говорили, ну, все-таки существует не один текст, а есть же много текстов, они как-то соотносятся друг с другом, а значит есть интертекстуальность, сам феномен интертекста и интертекстуальный подход, соответственно. Так, интертекст. Вот интертекст. На основах там учения Бахтина Михаила. И дальше там его продолжатели, Юлии Кристевой, и других. Вот возникла идея, что невозможно, да, изолировать один конкретный текст. Вообще не, эта изоляция будет принудительной, да, такой надуманной, неплодотворной, потому что текст не создается сам по себе из ничего, да, из пустоты. Он всегда использует уже наработки предшествующих авторов, ссылается на какую-то традицию. В конце концов, он же на возможности языка опирается. Да. Значит, что-то его сближает, объединяет с другими текстами. И задача тогда исследователя выявить эти отношения, то есть ряд нескольких там отсылок к другим текстам. Да. Тут уже как раз тексты могут быть представлены сколько угодно. Но в таком подходе тоже есть свои, конечно, подводные камни, ловушки, потому что интертекстуальность основана, в общем-то, на эрудиции исследователя, читателя. Вот сколько мы прочитали текстов, столько мы можем и сравнивать. Да? Это наш интеллектуальный бэкграунд, это наша эрудиция. Вот знаем мы там все стихотворения какого-то поэта, не знаю, Иосифа Бродского, да? И мы можем анализировать, как он эволюционировал, как менялось его творчество, какие-то разные периоды сравнивать, проводить такой полноценный интертекстуальный анализ. Если с другими уже авторами, с другими поэтами сравнивать, да, это уже новый уровень, как бы, уже новые возможности и какие-то другие перспективы открываются. Вот, то есть, сами можете оценить, насколько вот разные, да, векторы получаются движения, насколько разные направления, когда мы ограничиваем себя сознательно только одним данным конкретным текстом, и когда мы размыкаем, да, весь этот горизонт, просто вот безгранично. Получается, какие угодно там отсылки можно обнаружить каким угодно текстом. Соответственно, как ограничить это безграничное множество? Да, можно просто поместить текст в контекст. Вот, контекстуальный подход. Ну и понятие контекста, соответственно. Вот. Это заземление не только каждого конкретного текста, но и всей вот интертекстуальной, да, отсылки, перекличек этих всех смысловых. Мы помещаем всю эту ситуацию, точнее все эти вот, всю эту комбинаторику, все эти ссылки, гиперссылки, помещаем в конкретную ситуацию. Привязываемся к конкретной традиции, там, да, смотрим. И тогда у нас становится понятно, там, почему тот или иной автор предпочел именно так вот, да, оформить свои мысли, там, свои настроения, да, а не иначе. Да. Вот почему там тот же самый писатель, да, в какой-то период времени, да,
ссылался там на одну традицию, потом поменял свои взгляды, да, перешел в другую. Это все можно объяснить уже, ну, конечно, и там эволюцией самого автора, да, то, что он как бы развивается. А с другой стороны, и влиянием социального окружения. Там он познакомился с другими авторами, да, начался интертекстуальный обмен. И это происходило в конкретных условиях. Да. Они там жили поблизости, да, дружили с семьями, там, вот, читали друг друга, да, ссылались друг на друга. Общие взгляды навеяны вот общей такой ситуацией, дружбой. Там, не знаю. Вот. То есть тогда вот этот сугубо ограниченный текстовый и интертекстовые подходы, они еще оказываются взаимосвязаны с социальным контекстом конкретной историко-культурной ситуации. Ну, вот, да. Но тогда посмотрите, у нас получается возможности построить разные модели дискурса и по-разному выделять в его структуре разные элементы, разные составные части. Вот если, тут я уже делаю следующий шаг, если отталкиваться от такого направления, как критический анализ дискурса, там была предложена, ну, тоже такая сложившаяся традиция, критический дискурс, анализ, так его назовем, да. Там от Мишеля Фуко, французского философа, который как раз использовал понятие дискурсивных формаций, по аналогии там с марксистскими, да, формациями, традиция развивалась до... Александр, извините, возьмите другой этот фломастер, что-то это очень слабый какой-то. Не видно? Хорошо. Традиция шла... О, да, конечно, более мешает. Норман Феркло. Даже созвучие, да? Не Фуко, Феркло. И вот Феркло предлагает такую, ну, элементарную, мне кажется, прямо схему, вот просто до банального. 3 уровня анализа. Первое – это некий текст высказывания, который рассматривается как коммуникативное событие. Это может быть все что угодно, что оформляется в какую-то реплику, в конкретный текст, фильм, конкретную статью, интервью, там, все что угодно. Но с помощью языка вот мы можем это зафиксировать. Далее, этот конкретный текст помещается в какую-то систему жанров. И это уже для него есть дискурсивная практика. Дискурсивная практика. Ой, надо было, конечно, вот эту ступень, ну ладно. И здесь мы как бы идентифицируем текст. Если это текст статьи, то мы можем как раз соотнести с определенным видом деятельности, с определенной сферой деятельности и сказать, что да, эта статья там представляет собой экономический обзор там, да, последних тенденций, анализ ситуации, оценку. То есть какой-то четко идентифицируемый текст за счет жанровой привязки. Но этим дело не ограничивается, и Феркло говорит, что эта жанровая система, она сама вписана в какой-то порядок дискурса, тоже, кстати, от Фуко термин достался, порядок дискурса, и это уже будет социальная практика. Ну, то есть, грубо говоря, наша речь всегда помещена в какой-то социальный контекст. Да? Сама ситуация конкретная ограничивает нас
наших возможностях в выборе тех или иных языковых средств. Опять же, вот жанровая система накладывает свои ограничения, вот, а порядок дискурса тогда предстает как, ну не знаю, какая-нибудь языковая политика, да, где приоритет отдается там, какому-нибудь национальному языку, противовес там неким диалектам, да, вот как в Испании. Там есть испанский язык, есть каталонский, и вот они как бы не могут, да, с места не сойтись, как восток и запад. С места они не сойти. И я бы предложил, ну вот как бы такая элементарная схема, казалось бы, очевидная совершенно. А вот если наложить на нее уже как раз вот эти вариации, да, текст, интертекст и контекст, то мы можем немножко по-другому представить эту модель. Ну, схема, которая может использоваться как рабочая модель, получается, что есть у нас какой-то исходный текст 1, но он не существует изолированно, он всегда подразумевает некий текст 2. Ссылается на него открыто или интуитивно по умолчанию, подразумевают разные, может быть, возможности. Есть вот это интертекстовое взаимодействие. Интертекст появляется. Александр, вы заметили каталанский и каталонский язык, то есть в принципе испанский язык относится к тексту, а социальная практика может быть каталонский язык или каталан язык, то есть это на равных уровнях. Ради Бога. Это социальная практика. Я за то, чтобы они договорились. Я противник языковых А войн. уже испанский язык относится к тексту, получается. Или где? Нет, тут начинаются метафорические какие-то сравнения и переносы, пока я пытаюсь нащупать какие-то конкретные понятия. Занимает подавать. Да. Вот важно И интертекст у нас возникает, да, как взаимодействие, тут и обратно влияние, взаимодействие как минимум двух текстов. При этом они вписаны в существующий контекст еще какой-то, да? Вот. А внутри каждого текста может быть подтекст еще. Ну да, то, что неявно как бы, да, подразумевается, но откровенно не говорится. Гадости всегда идут. Вот по умолчанию, да. Ну вы же заметили социальные практики. Вот в том-то дело, что если бы... Это социальная Вот, практика. вот там какой-то Вы это подтекст да, еще. конечно. Я его вынесу. И тогда возникает возможность иронии, да, когда прямым текстом что-то говорится, а подразумевается, может быть, даже что-то противоположное совершенно. Ироничное такое обыгрывание вот, и получение новых смыслов совершенно. Но Так, а изопов язык тогда куда мы отнесем? Туда же это. подтекст, Подтекст. а здесь возникает интердискурсивность еще на самом деле. Если такая же ситуация, здесь у нас, скажем, ну, та же наука, да, а тут религия. Это разные порядки дискурсов. Здесь, условно говоря, та же схема. Там тоже ссылки на Библию или на Коран, там, труды отцов церкви и так далее. Контекст. Почему вы говорите разные порядки, если мы просто это разделили как сферы? Ну, порядки А разные. я сразу Они- говорил, что со сферами зря придумали. Я их формально построю как одинаковые, да, но они-то отличаются, конечно. Здесь возникает интердискурсивность. Вот что. Интердискурсивность. То есть, вот оно, собственно говоря. Вот, да, СМИ позволяет выстроить вот эти интердискурсивные связи. Интердискурс такой.
То есть я предлагаю все-таки вот такую схему, да, более детально как бы простроенную, чем вот это. Да, тут, ну, тут совсем уже какие-то общие положения получается у ФРКО. А конкретизируя, привязываясь к конкретной ситуации, конкретным там текстам, их отношениям, мы можем выявить дополнительно какие-то элементы вот, в виде Т1, Т2, интертекст, контекст. То, что вот здесь просто не укладывается. Интертекст это и есть контекст. Я имею в виду социальный. Все-таки настаиваю на том, что это социолингвистическая категория. Любая коммуникация, любой текст является социальным. Но мы должны это показать. Нам же нужно оценить ситуацию. Да? Поэтому, когда мы проводим социолингвистический анализ любого дискурса и любого текста в рамках какого-то дискурса, мы оцениваем ситуацию. Почему это было сказано, почему это было написано, в каких конкретных условиях и обстоятельствах. Вот то, чего не любят страшные лингвисты. Потому что им запутаться можно в этих социальных обстоятельствах. А вот сторонники КДА, критического дискурс-анализа, они наоборот всячески подчеркивают, что язык это орудие идеологии, да, инструмент идеологии. Это средство утверждения социального порядка, да, сложившейся системы отношений, господства подчинения, вот этого всего. Язык такой же инструмент господства, как и там, прямое насилие. Только это символическое принуждение. Ну, если ставила задачу окончательно забыть, что такое дискурс, то вы добились, господин Николаевич. А мы теперь точно не знаем, что, где дискурс умер между интертекстом, социальным, подтекстом То есть, и так далее. то есть призыв Иванов к доске – это символическое социальное насилие. Ну, это даже не совсем такое символическое. Да. Вот есть понятие речевого акта. Да, у Остина. Какого полового? Речевого. Речевого. Речевой акт – это речевое действие, которое не нуждается там в физическом вот, каком-то даже оформлении, реализации, потому что то, как мы говорим, это и есть действие само по себе. Там, объявляю собрание, заседание открытым. Да? Там, считаем, что оно открылось. Объявляю вас мужем и женой. Все. И понеслось. Да? Такие речевые действия, они тождественны, не знаю, физическим действиям, да, любым другим социальным действиям. Вот. И эти сильные высказывания, конечно, можно там вот поставить в ряд с другими языковыми играми, вот, и анализировать их. Но это я опять будут жалобы, что я вас запутываю новыми какими-то понятиями. Вот, поэтому я что могу предложить? Нагружу-ка я вас заданием, которое вы сможете сделать самостоятельно, и потом отчитаться, вот, как итог проделанной работы в конце. Всего 9 вопросов, даже меньше, чем 10 этих сфер деятельности. 9 вопросиков. Вы можете взять любую из тех сфер деятельности, которые я рисовал, что-то свое, спорт вот предлагался, или военное дело, там все что угодно. И тогда ваша задача будет, во-первых, ну вот последовательный такой ряд вопросов, как сформировался данный тип дискурса. То есть, может быть, есть конкретный автор, который там изобрел какое-то слово, написал конкретную книгу, текст, и понеслось. Да, пошли уже какие-то ссылки на него, нашлись ученики, продолжатели. То есть это идеальная такая ситуация. Возможно, не удастся вам так глубоко копнуть, чтобы найти начало, тогда постарайтесь хотя бы там уже известные какие-то сведения поднять
с каких пор, там, да, еще с античности, да, известны были различные мастера красноречия. Так, какие изменения? Вопрос, какие изменения фиксируются в данном дискурсе за какой-то период. Фиксируются за определенный период. Ну, может быть, не совсем там от истоков творения, но вот за последний век, я не знаю, там, как изменилась техника там, описания именно спортивных событий. Я помню, что да, раньше комментаторы футбольных матчей не так активно использовали англоязычные термины. Да? Вот так, определенный период. Узеров предпочитал мат. Ну вот неправда, он оговорился случайно. И не один раз. Может и не один, но случайно. Так, к какой аудитории он обращен? На какую группу ориентирован? То есть такая адресация, да, конкретным каким-то слушателям, зрителям, пользователям. Какие явные или скрытые сюжеты, сценарии, жанры, куда же без них, здесь используются. Ну вот если есть конкретный текст, конечно, да, авторский, вы можете как раз проследить, например, творчество конкретного писателя, Пелевина там какого-то. Вот. С чего он начинал там, с пародии на соцреализм, да, потом какой-нибудь там турбореализм был придуман, да, как наследие киберпанка и так далее. Вот. И просто проанализировать, да, вот какие сюжеты он использует активно. У него, как правило, на всякие такие эзотерические темы есть определенные сценарии, вот, какие жанры он использовал. У него даже был «Шлем ужаса», это роман или повесть в виде такого общения в чате. Да. Это просто обмен репликами между пользователями чата. Ну, нормально. Вот, то есть разные жанры могут быть, разные сюжеты, сценарии, даже у одного автора. Вы можете просто сравнить разные периоды творчества, как у него изменялись эти вещи. Так, пятый. Какие риторические, логические и эстетические средства используются в этом дискурсе. Ну, логика, скажем, да, предполагает последовательность, там, не знаю, изложения событий в рамках сюжета, риторика, возможно, какие-то метафоры, образы, сравнения, да, преувеличение, преуменьшение, вот эти все наборы, тропы и фигуры, они вызывают определенный эстетический эффект, то есть зачем они используются, да, и какой целью автор их применяет. Вот. Это можно указать как раз в рамках этого вопроса. Какие речевые тактики и стратегии выстраиваются в дискурсе? Ну, скажем, тактика может быть комплимент, да, высказывание какого-то, похвала, комплимент.
тактическая цель там, понравиться, да, оказать какое-то влияние, да, войти в доверие, а стратегическая цель может быть совсем другая. Да, добившись расположения, говорящий там преследует цель, ну, что-нибудь попросить, там, одолжить денег за это. Да. Он сделал комплимент, а цель у него стратегическая, вот, взять денег в долг, например. Так, 7-й пункт наших блужданий. Кто является производителем речевой практики? Ну, грубо говоря, кто автор, да? Но вы же помните, что автор умер, да, у нас? Да что ж вы так жестоко. Вот автор в том смысле, ну, хорошо, конечно, когда вот удается установить авторство, да, Он у нас умер на первом году обучения, на втором он очнулся. пришел в сознание. Да? Или не приходя в сознание, продолжил творить. И тогда личность автора вот, может быть для нас тоже значима. Да? То есть какие-то биографические мотивы тут нам что-то подскажут. Биография. Так, не разлагайте тут дисциплину учебную. Уже подрывают, так сказать, да, основу. Дискурс выстраивается в вашем отношении тоже. Я посмотрю, у меня есть учебник по литературоведению, там буквально все эти пункты. Нет, это не литературоведчество. Абсолютно литературоведчество. Нет. Так, в каких отношениях с другими дискурсами? Соотношение с другими произведениями в этой области. То есть это интердискурс. Да, Дискурс. да, да. В каких отношениях с другими дискурсами находится данный вид дискурса. Да, с другими дискурсами. То есть конкуренция, сотрудничество, там, противоборство, дополнение, не знаю, там, вот, ссылки действительно такие интердискурсивные. Как наука, да, там, и религия, вот они с одной стороны враждуют, а с другой стороны конкурируют за доминирование в обществе, да, или в объяснении сути бытия. Ну и последний вопросик такой, насколько успешен или эффективен данный дискурс. Успешен или эффективен. Влияние, в процессе влияния на аудиторию, да, есть влияние на аудиторию. По-хорошему тут, конечно, уже такое социологическое нужно исследование делать, идти в аудиторию и спрашивать, как на вас это повлияло. От вас я не осмелюсь потребовать такого, конечно. То есть это скорее ваши предположения будут, да, но я надеюсь, достаточно обоснованные. О том, насколько там творчество Виктора Пелевина повлияло на творчество Виктор Пелевин. Владимира Сорокина. Нет, это совершенно невозможно. Вот, повлияло на всех остальных. Да. Как Сорокин, наверное, Пелевин повлиял. Вы можете дать личный опыт, да, почему нет? Вы когда-то там познакомились с творчеством Пелевина? Зачем вы Пелевина приглашался? Давайте о Сорокине. А можно ли рассматривать под этим углом псевдотексты, которые являются заполнением Это вагона? как? А это тексты, которые скрывают отсутствие текста. Все СМИ Беларуси на сегодняшний день являются заполнением пространства. Так называемый лакановский пустой текст. Тогда нужно точно идентифицировать, в каком дискурсе они работают. Они могут имитировать научный дискурс. Они могут имитировать научный дискурс, а сами там Берем наш клуб редакторов. Там темы нет. То есть вы пересказываете свое ощущение от там, знакомства, да, вот, с
данным типом дискурса, и это будет уже как бы ваше такое автоэтнографическое, что ли, да, автобиографическое исповедание. Вот, вы поделитесь с нами, да. А это зачем потом, что с ним должно произойти? А это потом вы высылаете на адрес. Не-не-не, а потом, тупо вот исследовали мы, знали что-то офигенное про какой-нибудь текст. Что мы с этим будем делать? Зачем нам надо? Вот, возник же вопрос, да, псевдотекст. Чтобы отличать псевдотекст. Ну, в смысле, хорошо, от переточно. подлинного. Это в режиме домашнего задания, тренируемся на кошках, каждый сам себе освоил какую-то технику работы с текстом и применяет как захочет, если ему захочется кого-нибудь проанализировать, или дальше это будет требоваться для какой-то другой работы. Да, я немножко, должен пояснить в этой связи. Это к концу, как бы, да, вот курса требуется, то есть через 8 недель, а не на следующей неделе, да. Вот. 8 недель, я думаю, вам вполне хватит. Но 9, Для чего я извиняюсь? 9 недель бы, конечно, потребовалось, чтобы ответить на 9 вопросов. Но я думаю, 8 хватит. Вот. А со следующей через, точнее, неделю я предполагаю показывать вам, как работают разные техники анализа дискурса на конкретном материале, в частности, вот, политический дискурс, там, научный дискурс, вот, даже вот какие-нибудь такие симбиотические, да, гибридные формы, какие-нибудь там городские, скажем, исследования, и анализ конкретных практик речевых, дискурсивных в городской среде можно тоже будет рассмотреть. То есть разные ситуации, разные инструменты, разные подходы, как это все работает. То есть я остаюсь вот в роли лектора, а вы в роли подопытных кроликов. После Манских здесь тут участок головного мозга, он уже атрофирован. Не работает. Это разные участки головного мозга задействуются в процессе. Вы это о ком? Надо сравнивать эту дисциплину и методологию. Методологию. Нет, просто, еще раз верну. Это задание, оно выполняется просто, в смысле, каждому индивидуально. Персонально, да, каждым персонально. Каждый берет то, что ему интересно, вот, актуально, то, что его взволновало. И вот он хочет поработать с этим материалом и представить его на суд общественности. Да. Вот, теперь я рекомендую фильм «Нимфоманка». У меня была идея сделать последнее занятие вот в форме такой презентации, чтобы каждый вышел, выступил, по пунктам отчитался, но учитывая опыт прошлых лет, когда на последнее занятие в таком формате отчета приходит 1-2 человека, вот, то я понимаю, что лучше дистанционно принять ваши отчеты хотя бы. Вот. Будет очевидно, что никто не пришел. Да? Ну, смотри, чтобы снизить количество, вот я вот сейчас примерно выбираю из двух групп, которые придут и не придут, пока что предварительно, в смысле, как это, чтобы снизить количество тех, кто не отчитался и так далее, да. И, у меня сейчас при получении этого задания такая же проблема, как вот ты рисовал с этим интертекстом, да, можно абсолютно все что угодно, а можно еще, как-то не хватает какого-то общего контекста зачем, в смысле, как серьезно, в смысле, что. А зачем это уже ваша проблема, дорогие слушатели? Потому что я за вас не могу мотивацию. Не, понятно, что не мотивацию, не зачем мне это делать, а в смысле, чтобы хоть примерно представлять, как с этим потом дальше будет работать. Или просто мы отчитались, получили. А я сделала классное исследование. Аплодисменты разошлись там перед Хорошая девочка, вот тебе конфетка. Преподаватель не ставил своей целью ответить на твой вопрос, если проще. Иначе говоря, он псевдотекстом сейчас отвечает тебе псевдотекстом. Думай сама. Нет, Ася, у тебя же есть практические политические задачи. Вот. Ты можешь взять интертекстовую основу программы своей партии и сравнить с программами других партий. Да? Кто на кого ссылается, кто у кого украл какую идею, там, справедливости, не знаю. И сразу определиться с жанром. Можно много чего сделать. Я просто скажу, ладно, все, хорошо, это ваша конфетку. Это же свободный университет.
Ну да, все-таки да. Здесь же у нас альтернативное образование. И вольные слушатели. Поэтому я, естественно, не могу вас принудить выполнить вот все вот эти пункты. Если вам лень 9 позиций, вот, отвечать на 9 вопросов, вы можете вот, выделить просто 4 по этой схеме. Ради Бога. Взять одну реплику какого-нибудь выдающегося деятеля, скажем, поехали. Вот кто сказал, поехали. Откуда вы? Ну, Я да, уже Гагарин. сел в такси, сказал Гагарину, поехали. Вот. И все, и начинается развертывание, помещение в научный, идеологический дискурс того времени. Да. За одной маленькой репликой может стоять там колоссальная традиция. Прям какой-то бар. Барт бы сказал, что Гагарин умер. Но дело его Ты живет. там записал, что умер. Но дело его живет. Так что на сегодня, наверное, все. Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А насколько вообще можно сужать сферу исследования? То есть, если я, например, возьму конкретный текст конкретного писателя, или мне полностью сферу дать? Потому что если я говорю текст конкретного писателя, то вопрос, кто автор, по-моему, немного отпадает. Я бы вообще, например, предложил все-таки людям делать лучше реплику ремарку, потому что люди цепляются за текст. А это Ну да, я тоже за минимализм некоторый. Давайте все-таки трезво оценивать свои возможности. Полный там роман, собрание сочинений там, и все творчество писателя не надо брать. Вот. надпись на заборе. Достаточно. Да, замечательно. Есть же легендарное такое начало, по-моему, «Кавказской пленницы», да, когда анимешка такая, когда сперва там Вицин или Никулин там подходит, написал X такой на заборе. Потом второй подошел, там У написал. Вот. Последний Вицин там подходит, пытается третью букву известную написать. И тут раздается свисток милиционера, он шарахается и убегает. А дальше редактура дописывает художественный фильм. Пожалуйста, да, вот начало положено. И это целая история, которую можно развернуть. Да. Вот тем более, что за текст можно принять любое музыкальное произведение, вообще все что угодно, все является текстом. Все, что содержит смысл. Смыслом у нас любое Но произведение искусства. смысл мы можем там найти сами, в отличие от автора. В любом случае, это Я уже приводил примеры из Заумья, да, дыр, шир. Вот. Что это означает? Давайте тогда, может быть, чтение на последнем занятии. Это знаменитое Вот, интересно трехстишье, ну то есть это одна часть трехстишья Алексея Крученых. Заумье, да, поэтическое. Оно ничего не означает. Но сыграло свою ключевую роль в развитии естествословия.